ли, что многие наши соотечественники предпочитают автомобилям отечественного производства иномарки, но, увы, владельцы дорогих иномарок сталкиваются с множеством проблем, если машина не растаможена. А вот и Магомед Зауру из города Малгобек просит нас рассказать о правилах оформления в таможенном отношении. Мы выполняем его просьбу, а поможет нам в этом начальник ингушской таможни Магомед Гогиев. Во-первых, начнем с того, что все транспортные средства, которые ввозятся из-за пределов Российской Федерации, независимо, будь то Белоруссия, страны СНГ или дальнего зарубежья, они должны оформляться в таможенном отношении обязательно. То есть человек должен прийти с машиной, с имеющимися на руках документами в таможню, уплатить соответствующие таможенные платежи, получить ПТС в таможне, а затем номера в ГАИ, зарегистрировать в ГАИ, получить номера в ГАИ. У нас здесь как это можно сделать? Ну, у нас в республике ингушская таможня на сегодняшний день не оформляет транспортные средства. Но в соответствии с постановлением правительства номер 718 граждане Российской Федерации могут оформить автомашину в любом месте, в месте их временного либо постоянного пребывания, а не проживания, как раньше было. То есть человек может приехать в любой город, где находится таможня, зарегистрироваться в гостинице или у своих родственников, знакомых, показать листок регистрации, показать имеющиеся у него документы на машину, уплатить таможенные платежи и получить там ПТС соответствующего региона. А потом приехать к месту своего жительства, зарегистрироваться в ГАИ и получить номера. В общем, несложный процесс, да? Абсолютно несложно, если соблюдать все те правила, которые должны соблюдаться в таможенном законодательстве. То есть, если вы нарушаете закон таможенный, значит и штрафы там пойдут, и дела административные, либо уголовные. Но если вы привезете машину в соответствии с действующим законодательством, это займет всего час-два времени. А как можно оформить транспорта, возимые из Беларуси? Здесь тоже какие-то вопросы, да? Он оформляется, хотя в народе бытует мнение, что машины, возимые из-за пределов России, то есть из Беларуси, не нужно оформлять таможенные отношения. Это неверно. Они оформляются точно так же, как из дальнего зарубежья. И платежи те же, и требования к этим машинам те же. Вот на данный момент у нас на территории находятся изъятые автомашины из Беларуси. Вот люди хотят уплатить платежи, но не могут из-за того, что машины не сняты там с учета, с Беларуси. То есть они пригнали их, не снимая с учета. Сейчас, значит, здесь получили счет справки, хотят уплатить даже платежи добровольно. Не получается, это противозаконно, нельзя. Надо снимать с учета. Если человек хочет пригнать машину из Беларуси, он должен заранее прийти в таможню, в ту таможню, где он хочет получить потом ПТС, уплатить платежи. То есть обеспечение уплаты таможенных платежей, так это называется в нашем лексиконе в таможенном. Уплатить платежи, внести на депозит таможни, поехать, пригнать машину, показать документы и получить ПТС. То есть заблаговременно надо заплатить причитающиеся таможенные платежи. А вот требования к автотранспорту возимому из-за зарубежных стран, какие они? Во-первых, сейчас определяется экологический качество транспорта в связи с тем, что экологическая комиссия Европы, Организация Объединенных Наций, выставила соответствующие требования. В нашей стране тоже. Если, во-первых, гражданин сам, представляя машину, может представить документы о том, к какому классу эта машина относится. Это сделать может и таможенник, если у него есть под рукой база данных. Но если нет, владелец автомашины должен представить сертификат соответствия экологическому классу. На те транспортные средства, которые ниже экологического класса 2, второго класса экологического, паспорта транспортных средств не выдаются, потому что они наносят вред экологии. А на остальные машины других каких-либо требований нет. Есть, конечно, общие требования, чтобы эти машины не были, естественно, в розыске по линии Интерпола, либо в общеуголовном розыске. Других требований нет. При оформлении в таможенном отношении автотранспорта учитывается объем двигателя и другие? Обязательно, конечно. Вот все машины, которые оформляются, мы же речь идем о легковых автомашинах сейчас. Все машины, которые оформляются, они делятся на 3 категории. Автомобили новые. К таковым относятся автомашины в возрасте до 3 лет, независимо от их состояния. Не прошло 3 года, значит эти машины новые. Вот на эти автомашины платежи должны быть уплачены
либо 4 евро за килограмм, либо не менее 48% от таможенной стоимости, а не от той стоимости, которую он заплатил бывшему владельцу. От таможенной стоимости. Таможенная стоимость у нас определяется в соответствии с действующим Супершваки, называется такой справочник, где есть все мировые машины и есть их цены на БУ машины и на новые машины. Это первая категория. Вторая категория, это льготная категория, считается, это машины, которым в возрасте от 3 до 7 лет. Вот эти льготные, там подразделяются они по объему двигателя на несколько видов, на несколько ступеней, но здесь более льготные. Третья категория, это наиболее сложная, она считается, эти автомашины считаются старыми, относятся к категории старых. Там, значит, ставки совсем другие. До 2,5 кубических сантиметров 2 евро за куб, более 2,5 3 евро за куб. Вот такие ставки. Конечно, серьезное влияние здесь имеют и объем двигателя, и год выпуска. Я считаю, что сейчас, вы, наверное, заметили, что в республике идет масштабная операция по выявлению этих машин, не только нерастаможенных, но и всех машин, которые не зарегистрированы, без номеров ездят. Вот эта операция, она, насколько я разговаривал с сотрудниками МВД, которые это проводят, это не компания такая, которая сегодня-завтра прекратится. Они будут работать до тех пор, пока весь транспорт не будет легализован. И поэтому я бы рекомендовал быстрее пойти в таможенный орган, уплатить таможенные платежи. Пока еще какие-то новые барьеры не были выдвинуты. Действительно, в республике идет операция по задержке транспортных средств, не зарегистрированных в органах ГИБДД и не оформленных в таможенном отношении. Поэтому просьба ко всем владельцам автотранспорта сделать это не откладывая, иначе могут возникнуть проблемы.